Ты уверен, что тебе такие клещи будут удобны? Да. Что должно быть в клещах? Должно быть надежно зафиксировано. У тебя не болтается? Ты за это подержи. Смотри, видишь, что происходит? Да, клещи надо подобрать. Прикольно было. Нет, эти тоже не подойдут. Вот, наверное, вот эти подойдут. Попробуй эти. Ну, другим концом попробуй. Ну, не болтается? Не-не. Ну, давай, клади. Сейчас внимательно надо будет следить за температурой. Как только он чуть бордовый станет, надо будет вынимать. Понял? Да. Это не как твои обычные железки. Чуть перегреешь, можно выкидывать будет. Ну, что там у тебя? Он так не забирается. Вадим, ты сейчас его спалишь. Он не забирается. Не подходит. Надо все вовремя делать. Давай, куй давай. Уже температура высоковата. Вот сейчас вот такая должна быть. Не спеши, не спеши, не спеши. Подожди, подожди. Вот, ты сейчас по грани работаешь. Ай, ты начал работать по грани. Вот, по этой. Работай дальше, чтобы она плоской стала. Не спеши. Все холодное. Так, что, на каких температурах надо ковать? На слабокрасных. Слабокрасных. Ты готов сейчас быстро вынуть? А? Вынуть быстро готов? Почему у тебя очки на носу? Ну что, опять? Зачем так далеко засунул? Вот, сейчас хорошая температура. Клещами возьмись нормально. Не спеши, ты мне наковальню упрешь. Заготовка должна быть ровная, она у тебя сейчас, видишь, вся кривая. Почему? Потому что бьешь неровно. Сейчас нельзя уже править, холодно. Сейчас какая у тебя задача будет, Вадим? Быстро вынуть. Сейчас надо будет вынуть, поправить, а потом расковывать. Только сначала поправить. За температурой следи, пожалуйста. Тихонечко, тихонечко, легкими ударами, да? Так, теперь по той плоскости, где ты работал, давай. Тебе же надо пластину сделать. Начинай вот отсюда, с центра начинай, там больше металла. Надо тебе молоток побольше, по-моему. Все холодное.
поднимай. Просто она сама должна падать. Клещи параллельно наковальне, Вадим. Видишь, она у тебя загибается? Поворот. Начинаем брить. Где это место? Слегка поправил. Все, поправил. Где та плоскость, по которой ты бил? Начинай не с края, начинай ближе к центру, Вадим. Клещи параллельно. Клещи. Да. Ниже руку опусти. Почему у тебя нос поднят? Переверни и выгни. Переверни и выгни. Клещи всегда параллельно. Тогда у тебя не будет выгибаться. Начинаешь работать с центра, а не с края. Клещи вниз. Вниз клещи. Еще ниже клещи. Все, холодный. Холодный уже давно. Ну, давай. Чуть-чуть не догрел. Клещи ниже. Клещи. Да. Холодная. Поэтому мы эту железку просто вдавливаем. Ну, тебе ребро надо вдавить. А ты ее не пробиваешь, у тебя заколы получаются по краям. Чтобы ее продавить, надо сильнее стучать. Ну, у меня продавливается все же. Ну, продавливается. Температуру надо следить. Да, клещи хорошо держишь. Выше поднимай молоток. Вот, видишь, сейчас начал стучать хоть, а то он у тебя болтается. Давай. Все, охлаждается, поправь ее, чтобы потом не править. Крути. Стучать сильно не надо, просто крути. Где неровно, там поворачивай и стучи. Вот здесь надо. Ну, видно же, Вадим. Вот это место надо было стукнуть, вот. Ну, уже холодное. Сломается. Ну что? Пока все вытаскиваем. То, наверное, у нас перегреется. Ну, ты вынь, посмотри. Ну, чуть-чуть не догрел. Вот, давай. Выше молоток поднимаем. О, хорошо, давай. Закова, видишь, у тебя сбоку получается закова. Поверни, стоп, поверни. Вот, видишь закова? Угу. Убирай ее. Детка. Давай. Все холодное. Поправь. Или уже поздно. Когда холодное, сильно стучать не надо. Ну чего? Ты молодец? Да, может, похоже. Дошло до вас, дошло. Ну, Вадик. Ну вот, перегрел. Чего стоишь-то?
Когда перегрел, надо либо быстро охладить, либо начать что-нибудь делать. А стоять просто так смотреть не надо. Если перегрел, надо сунуть в масло быстро. Вон там масло рядом. Вон там вот. Клещ не подобрал. Подожди, что ты делаешь? Ты вот мне расскажи, сейчас ты что делаешь, а? Нож. Нож, понятно. Нож, как он выглядит? Такой же, как у тебя. Ну, такой же, как у меня. Он, наверное, пластинкой, да? Да. А ты сейчас что делаешь? Пластинку делаю. Ну, ты стучишь со всех сторон. У тебя сейчас получится круглое что-то. Тебе надо ромбик сделать с пластинкой, правильно? Да? Вон там у тебя пластинка, а здесь ты уже начал стучать непонятно куда. То есть надо здесь вот стучать. Конечно, здесь, да. Теперь отсюда надо проходить вот сюда. Да, переходи туда. Молоток, молоток, ровно, ровно, не спеши. Кистью работай, кистью. Вот так вот. Мимо наковальни-то не держи. Ну чего? Ну, холодная воде. Ну что, устал? Да не очень. Можешь спать? А сколько сейчас времени? 8. Где? Я здесь сажусь. Спокойной ночи. Кто будет смотреть? Тут они... Так, подожди. Сейчас мы будем делать спуск тогда. Лезвие, да? Вот здесь вот. То есть надо стучать сбоку. Вот так вот. Тук-тук-тук. Здесь будет толсто, а здесь тонко. Понял? То есть молоток у тебя под углом должен быть. Да, по наковальне только не стучи. И потом не забудь, где ты тоньше делать, где толще. Все холодное, холодное. Так, по кромочке стучим, по кромочке. Че, еще можно работать, Вадим? Ну что, ты попасть не можешь? Не попал, не попал. В глаз отлетит, или в лоб, или в папу. Папу жалко. А сейчас уже поздно, Вадим, поздно уже. Ну что, не успел? Скажи, не успел. Ну да. Ну да. Все. Что все? Что надо сделать сейчас? Теперь нам надо сделать подковку
для ножей, для лезвия. Вот что ты сейчас придумываешь, а? Что ты придумываешь? Подровнять нож и сделать Ты уже устал? заднюю половину ножа. Устал. Что надо? Ты положил на заготовку, да? Да. Теперь что надо сделать? Теперь надо немного передохнуть. Да, а убраться не надо? Убраться, да. Ну да, молоток надо убрать. Куда надо убрать молоток? Там, где ты его взял, а не там, где удобно положить. И чему ты сегодня научился? Я научился делать основательные, хорошие ножи. Угу. Основательно ты греть научился? Да. И как надо греть? До половины красного. До половины красного. Да. А у тебя как получалось? У меня иногда до половины красного, иногда и больше. До половины желтого. Да. И что это? Не перегревай, Вадим. Нет, в другую сторону. Вот. Дугой вверх, дугой вверх. Дугой вверх, вот, да. Теперь тихонечко сверху постучи. Вот, сейчас выправим. Еще. На плоскость поставь. Железку на вот, стучи. Сильней. Еще чуть посильней. Вот, видишь, выправилось. Выправилось? Все холодное. Сверху бей. Сверху. На плоскость. Вот, да. Бей сверху. Нет, сверху. Вот так, да. Сильней. Ну, почти выгнулся. Еще поправь, чтобы было ровно. Носом не лезь. Все, давай еще нагревай. Ну, потихоньку выравнивается. Думаешь? Ты когда вот так вот поставишь и бьешь вот сверху, вот в это место, вот сюда вот. Вот, хорошо. Да, сильней. Вот, видишь, выправился. По наковальне не бей, Вадим. Да. Где у тебя лезвие? На лезвие сильнее. Видишь, у тебя толстое на лезвие сейчас. Холодное. Где у тебя будет хвостовик? Надо поставить там, где будет начинаться хвостовик, и вот стучать.
нагрел. Видишь, он становится тоньше. Выравнивай. А потом ты вот этой стороной поставишь. Подожди, не спеши. Видишь, сначала так, а потом так, и он у тебя останется тоньше. Угу. Ставь. И заметь то место, по которому ты стучишь, где у тебя будет уступ. Чтобы у тебя не в каждый раз в разном месте было. Вот. Видишь, она перетягивает. Заметь, где уступ, вот там и стучи. Все, нагревай. Перспектива, а Вадик нам пытался рассказать стихотворение. Давай, Вадик, стихотворение. Давай, Вадик, бурю в голову, давай. Ты рассказывай стихотворение и куй. Вихри снежный кружат, то заплачет, Ну, как ты. то как Так, зверь примерился. Видишь, где у тебя? Давай, стучи. И стишок рассказывай одновременно. зверя называют, то заплачет, как дитя. Бедный ребенок. Так, тише, ты примерься, потом стучи. Сейчас надо вот в этом месте стучать. Да, давай. А то ты пережмешь вот здесь, и он у тебя отвалится. Надо, чтобы здесь конус был. Вот здесь тоньше, чем вот здесь вот. Понял? Греть, холодная. Давай стишок. Давай стишок. Хотя бы расскажи, давай. Только с выражением. Спрашивай. Вадик, возьми вот так клещи. Буря в голову. Буря вдоль неба бровь, вихри снежными кружат, то как зверя называют, то заплачет, как дитя. То Ну, выйди, добрая подружка, что-то этого не бедной помню. юности моей. Выпьем в горе, держи кружка, чуть-чуть веселье. Молодец. Не спали железку. Ты сейчас понял, что надо затягивать хвостик, да? Чтобы кончик был тонкий, чтобы не пережать. Понял, Вадик? Вот. Или не понял? Так, где уступ? Да, уступ, видишь? Вот, молодец. Перевернул, продолжай. С уступа не съезжай. На уступе держи. У тебя вот здесь вот уступ. Держи все время в одном месте. Вот, на уступе держи. Вот, молодец. Давай дальше. Ну, еще раз стишок. Еще раз стишок. Знаешь чего? Ты давай папе пока расскажи свой доклад про автомобили будущего. Как ты себе это представляешь? Вот давай. Рассказывай, как, вот, как будто ты в классе его защищаешь. Он что у тебя многозадачный? Он сейчас пережгет мне что-нибудь. Уступчик. С уступчика слезаешь, с уступчика слезаешь. Держи в плоскости всегда. Все, теперь вытягивай с другой стороны. По плоскости вытягивай. По плоскости, не сверху. Вот, ну ты видишь, у тебя затянулся уже. Молодец. О, давай. Хвостовик тоньше будет, чем лезвие.
Холодные. Автомобиль будущего, транспорт будущего. Я говорю, надо посмотреть ролики про эту туннельную систему и электромобили. Вот, и сделать об этом доклад. Обязательно. Мы же поддерживаем отечественного производителя. Конечно, всегда. Рогозина там. Не пережги, Вадим. По плоскости теперь, по плоскости. Вот, давай, 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 сильнее. Выравнивай, выравнивай. Плоскость положи. Ты у нас тоже главный кузнец, Тоня? Нет, я главный художник. Эстетическая сторона вопроса меня беспокоит. Ладно, пойду воспитывать младшее поколение. Ну и что это за кулема? Ты Опа. пока будешь кулемиться? У нас нет. Блин, Где, блин? вот здесь. Ну что ровно, а потом сюда. Может, он закрутит. Ну не сигри, заново. Ну. И ровненько делаем, ровненько. Там, где кривенько, на уступ поставь. На уступ. Где у тебя уступ? Потерял? Ну что, конус ровный? Так можно в лоб получить. И теперь он ровный. Ты уверен? Да. Ну как-то не очень. Давай вот здесь чуть пошире сделаем. Да? Давай. Давай. По-моему, сгорело. Ну что там у тебя с клещами? Ну давай, затягивай. Лезвие, лезвие, Вадим. Сильнее. Потом с хвостом разберешься. Сначала затяни. Вот, вот, давай, 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 давай. Нагревай. Давай стишок. Что, не будешь стишок? Ну, стишок будет? Что это за пальцы такие у тебя? Где подровнять? Ну что ты пальцы суешь? Надо выгнуть его, чтобы оно было Ровно. ровно. Ну-ка, поверни. Поверни. Нет, другой стороны. Плоскостью, плоскостью, плоскостью. Вот. Видишь, у тебя хвостовик загнулся вверх. Надо, чтобы он шел вот так вот. Да? Угу. Давай, нагревай, сейчас будем поправлять. Давай, 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 давай. Ты хотел выравнивать, Вадим? Я выравниваю. Ну как же ты выравниваешь?
Хвостовик вниз опускай. Вниз опускай. Ну как? Вот так вот, да. Вот, видишь, он у тебя стал ниже. Руку вниз опусти с клещами. Ну что это за зазубрины такие? Ручки трясутся. Нет, просто А что? молоток вот так вот, как бы наковали, вот так. Вот так вот. И что? Молоток надо убрать. Давай сначала лезвие поправим. Лезвием вперед. Ну. Что ты будешь сейчас делать? Выровнять лезвие. Сверху. Надо повернуть его, да? Так, стоп. Лишний раз не надо стучать. Вот. И сверху надо будет по обуху постучать, да? По обуху. Чтобы у тебя лезвие было прямое. Поверни вот так вот. Вот так. Теперь ровно. Так, ровно. Вот так вот. Вот так вот. Не надо постучать. Вот, сейчас нагреешь и постучишь. Чтобы она была и с той, и с другой стороны ровная, да? Тихонечко стучим, тихонечко. Ты один раз стукнул, посмотрел, ровно или нет. Вот ты сбоку стукнул, посмотри сверху, поверни. Вот, ровно стало? Если не ровно, поверни в другую сторону, стукни один раз. Поверни теперь, посмотри. Да, теперь ровно. Понял или не понял? Ты понял. А что ты понял? Один раз стукнул, посмотрел. А почему с закрытыми глазами? Стишок расскажешь? Повернуть, посмотреть. У тебя рука с клещами должна быть в плоскости наковальни. Хвостовик у тебя криво, нет? Криво. Ну а почему он у тебя криво? Возьмись за лезвие, если криво. Лезвие-то хоть ровное получилось? Лезвие, да, ровно. Ну тогда берись за лезвие и поправляй хвостовик. Стоп. Да, плоскость посмотрел. Он кривой, там он ближе к лезвию. Слушай, Так что надо сделать? Не стучать просто так, не думая, Вадим. а я думаю. О чем ты он тут думаешь? выше. Так ты стукни сверху, чтобы было не выше. Нет. Стоп. Видишь, у тебя хвостовик ушел вверх. Что надо сделать? Нет, поставить на угол. Руку чуть ниже. Бей по хвостовику. Сейчас он упадет вниз. Стоп. Один раз проверь, посмотри сбоку. Еще один раз. Ну давай еще один раз. Чуть повыше. Вот, так можно это. Все? А сейчас надо будет выровнять в плоскости, чтобы он у тебя был. А, ведь правильно. Так, стоп. Целиком положи, целиком. Вот, выравнивай теперь. Сильно не надо. Один раз ударил, повернул, посмотрел. Еще раз. Стук, посмотрел. Лучше с обуха. Лучше с обуха смотреть. А сбоку за клинок схватись и посмотри в длину. Вот так вот, да, как в прицел. Где надо выправить? Ну давай, поверни. И стукни один раз. Проверь.
Совсем? Да. Давай посмотрим. Ну-ка поставь его торцом. Ну кривой же видно. Я не вижу. Ты не видишь? А мы видим. Давай еще чуть-чуть поднагрей, еще раз попробуй поправить. Будем закаливать. Да. Как закаливать? Надо Да. разогреть Разогреть, потом положить в воду. воду. Правильно. Давай. Так, нагревай с лезвия. Лезвие нагревай, чтобы равномерно было, Вадим. Клещами возьми за хвостовик. Ну, куда убежала? Схватился Да. лезвием к огоню. Где огонь у нас? Лезвием вверх. Так, ну-ка вынь. Ой-ой-ой, уже температура закалочная. Давай, закаливай. О, кошмар. Ну что там получилось? Получилось? Тоже. Закалился? Да. А откуда ты знаешь? Не знаю. Давай возьмем напильник и попробуем, да? Давай. Ну-ка. Ты держи сильней. Ну, поверни бачку, бочком поверни. Бочком. Вот. Ну, вроде закалился. Перекалили. Что с этим делать теперь? Ну, все, сломался. Будем новый ковать. Слушай, а для складного ножа как делают? Для складного ножа. Вторая половина, вот. Но мы из этого сделали по этому хвосту другой ножик. Ну, получился маленький. Ну, покажи, какой у тебя маленький получился. Маленький покажи. Ну и что, первый маленький ножик. Ну-ка. Ну чего? Отличный ножик. Ну что ты скажешь? Тяжело? Да. Будешь еще делать? Или ну его? Буду еще делать. Думаешь? Да. Еще, наверное, ножку для него сделаю. Ручку? Ну давай, сделаешь ручку. Пойдем домой.